Тихо тикают часы, неизбежно унося за собой время, которое уже не вернуть. Кто-то проживает его не задумываясь, но для кого-то каждый день как самое большое чудо. Одними из таких людей являются люди, страдающие заболеванием СПИД. 3 воскресенье мая – День памяти умерших от ВИЧ. В этом году в Камрате проводится благотворительная выставка. Вырученная сумма от продажи картин будет направлена 18 детям, живущим в 9 регионах Гагаузии, являющихся ВИЧ-положительными. Данная благотворительная выставка проводится уже 3-й раз. В прошлом году нам удалось помочь этим детям купить школьные принадлежности к 1 сентября. Эти дети социально уязвимых семей. И вот мы это вводим уже в традицию, проводим такую выставку-продажу. Люди больше информируются о ВИЧ-инфекции, потому что люди больше узнают, потому что люди, которые страдают этой инфекцией, они понимают, что их проблема тоже затрагивается. Художники, представившие свои работы, надеются, что их вклад поможет детям. Хотим не быть в стороне от этой проблемы, которая является, думаю, что бедой некоторых людей. Мы всегда выступаем за гармоничное развитие мира, за толерантность. Картины колеблются от размера, от жанра. Думаю, что среднее 2-3 тысячи, 1500 лей. Это, думаю, что будет это наш вклад и поддержка в общую беду для поддержки этих людей. Хотелось участвовать в благотворительной акции, сделать приятные и помочь людям, тем, которые нуждаются в этом. Меня пригласили на данную акцию, я решила согласиться, так как данное мероприятие проводится раз в год. И немаловажно, что деньги собираются на то, чтобы выделить детям, затронутые ВИЧ. Это сыграло основную роль. Сегодня я выставила 6 картин, причем одна из них написана специально для этого мероприятия. Это как раз вот эта картина «Возрождение». На открытии выставки присутствовали и представители власти Гагаузии, выразив всем благодарность за оказанное содействие. Я хочу выразить благодарность и организаторам выставки, и участникам, всем художникам, всем тем, кто своими руками делал изделия, которые сегодня здесь выставлены, за их открытую жизненную позицию, за их активную жизненную позицию, за открытость их души, сердца и за желание частью своего дохода поделиться с теми, кому сегодня сложно зарабатывать. Если уж так судьба сложилась и у этих людей существует данная проблема, чтобы им еще сверху не добавлялось вот это социальное неравенство. И благодаря вот таким акциям это социальное неравенство должно стереться. Выражаем огромную еще благодарность всем авторам данных работ в том, что люди с открытой душой положили свой труд ради того, чтобы украсить чье-то светлое будущее. Люди ВИЧ-инфицированные такие же, как все. У них свои мечты и планы на жизнь. Каждый хочет человеческого счастья, семьи, детей и, конечно же, однажды утром проснуться и узнать, что от их болезней есть лекарство. Хочу создать семью, хочу иметь детей. Я очень хочу ребенка. Вот, наверное, такая самая яркая и главная мечта в моей жизни. Это ребенок. Если честно, она мне уже даже снилась. Девочка. Хотите верьте, хотите нет. Я надеюсь, и я уверен, что все-таки лекарства изобретут от этой болезни.